Поэтому еще раз, с чувством глубокой радости и удовлетворения, я хотел бы сообщить вам, что на наше заседание прибыл исполнительный секретарь Союзного государства Россия и Беларусь Бородин Павел Павлович. Давайте поприветствуем. Пожалуйста, прошу выступить. Уважаемый Мурат Магомедович, дорогие друзья, мне было очень приятно получить это приглашение. Я с ингушским народом очень давно. В Якутии я прожил 20 лет. Одна из самых мощных диаспор в Якутии – это ингушская диаспора. И мой сосед на лестничной площадке был ингушом, так что я прекрасно знаю всех вас, и вы меня прекрасно знаете. У меня есть прекрасное выступление, приветственный адрес, но я хотел сказать о другом. Вам, господин президент, вам, дорогие друзья, соотечественники, дано все. Прекрасная земля, прекрасные люди. Выбор человеческий – это очень много. Когда люди доверяют, они на него рассчитывают. Я хотел, чтобы мы все вместе, и Белоруссия, и Россия, вошли в состав Ингушетии. Причем учтите, что наше государство будет называться БИР. Беларусь, Ингушетия, Россия. Это, конечно, шутка. Я понимаю, что сегодня праздник, большой праздник. Я просто хочу пожелать вам, у вас есть все. Хочу пожелать вам, господин президент, здоровья, удачи и труда. Вот здесь многие, кого я знаю, и многие, кто меня знает, знают, что единственное, что сегодня в жизни решает, это всем на работу и 10 с работы. А президент иногда и в час работает. Вот здоровья, счастья и удачи господину президенту и всему прекрасному ингушскому народу. И позвольте вручить подарок. Вот это Кремль на рубеже тысячелетий. Здесь 1000 страниц, как реконструировался Кремль, какие там Александровский, Георгиевский, Андреевский зал. И здесь очень много имен ингушей, которые своей кровью отставили нашу прекрасную Россию. Это не просто подарок, это дань чести и уважения ингушскому народу. Я постараюсь, мы тоже, думаю, построим Кремль и здесь, на Назране, в Ингушетии. Несмотря на то, что Павел Павлович сказал, что это шутка, такая вот законодательная инициатива нами будет поддержана.